Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальная тема». Гость студии – народный артист Чеченской Республики, лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры, дирижер симфонического оркестра Чеченской государственной филармонии имени Шахбулатова, композитор Илья Викторович Петренко. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Как мы знаем, в сентябре в Москве прошел этап Всероссийского фестиваля «Современная музыкальная карта России» в зале «Мастерская 12» Никиты Михалкова, где на протяжении 4 дней исполнялись произведения композиторов из всех 89 субъектов Российской Федерации, созданные вот именно для этого фестиваля. Расскажите, Илья, какой композиции вы представили Чеченскую Республику? Я назвал это произведение «Чеченская рапсодия», и само это произведение, оно основано на национальном фольклоре чеченском. Там использованы 4 темы, которые я взял, нашел, и я думаю, что это такие самые, наверное, известные, самые популярные темы фольклорные, которыми как раз представлена вот чеченская музыка. И эти темы, они очень ярко отражают дух чеченского народа, историю, и как раз разные жанры там тоже представлены, и песенный, и танцевальный. Вот, поэтому я постарался вот компактно очень соединить в этом произведении, обобщить, так скажем, культурные, музыкальные темы чеченского народа. А что это за темы были? Чтобы пояснить для наших телезрителей. Там звучит тема «Рассвет в горах». Она представлена несколько в другом ключе и, может быть, отражает не просто пейзажный какой-то, как зарисовку природы, вот, но это, может быть, и где-то более глубокий смысл имеет в том плане, что это как, может быть, возрождение республики, возрождение Чечни, то есть ее расцвет. Вот, также там звучит и старинная чеченская мелодия, и 2 танца, которые, в общем, такие энергичные, зажигательные. Их можно, наверное, назвать лезгинкой, которая вот без нее, наверное, невозможно представить Кавказ, как это сказал Дмитриенко Дмитрий Сергеевич, художественный руководитель того ансамбля, который исполнял эту музыку. А долго ли думали над этой композицией? Вам кто-то помогал? Вот именно сочетание этих разных тем? Нет, мне, конечно, никто не помогал. И, в общем, в достаточно сжатые сроки это нужно было сделать, потому что уже в сентябре начинались вот эти серии концертов, 4 концерта. И буквально где-то дней за 10 мне пришлось быстро написать вот эту музыку и отправить ее для того, чтобы еще оркестр успел это посмотреть, подготовиться и исполнить. Как мне известно, вы сам, как дирижер, исполняли свою композицию с оркестром Зыкиной. А вот среди других композиторов были такие дирижеры-композиторы, которые сами же исполняли свои произведения? Было несколько человек, 2 или 3 человека еще исполняли, но вот в том концерте, который я дирижировал, был коллектив еще, сейчас не вспомню, из какого региона. Они вышли в национальных костюмах, там со своими инструментами. И, так тоже можно было, да? Да, как оказалось, тоже можно было. Вот. И тоже очень интересный, яркий номер у них получился. А кто присутствовал на этом фестивале в качестве экспертов или жюри? Ну, здесь соревновательный такой момент, он отсутствовал. Это скорее фестиваль, он вообще был направлен на то, чтобы познакомить население страны с такой богатой культурой музыкальной, на то, чтобы все композиторы, которые собрались там, они как-то творчески между собой произошел вот этот творческий обмен. Вот, поэтому там скорее вот на это было направлено, то есть такой конкурсной составляющей там не было. И
На самом концерте присутствовали композиторы из практически всех регионов, которые были представлены в этом фестивале. А Вот. какие-то известные личности присутствовали на этом фестивале? Дело в том, что фестиваль сам, он начался давно, и он продолжается до сих пор. И, например, там играл на этих концертах симфонический оркестр Юрия Башмета. Вот. И вот сам экспертный совет, в который входит и Юрий Абрамович Башмет, и Чайковский Александр, и Татьяна Куртукова, знаменитая певица народных песен. Вот. И, ну, в общем, такая экспертная комиссия, они как раз вот отбирали композиторов, кандидатуры, которые могли бы представить там, Московскую область, Москву. В регионах тоже были свои экспертные комиссии. Вот, поэтому география очень широкая получилась, и очень много было там известных музыкантов, композиторов, которые присутствовали тоже на этих концертах. А как восприняли именно вашу композицию? Были ли какие-то комментарии, высказывания в ваш адрес? Ну, как мне показалось, публика приняла очень хорошо и, в общем, так благосклонно. Что можно сказать, после концерта ко мне подошел председатель Союза композиторов Евразии и предложил стать членом их организации Союза композиторов Евразии, на что я, безусловно, согласился и с благодарностью принял это предложение. Известно, что часть произведений войдут в программу итогового гала-концерта, который пройдет 4 ноября, в День народного единства. Можно узнать, забегая чуть вперед, будет ли ваша композиция в этой программе? Ну, вот здесь я бы, может быть, не стал забегать вперед, и как раз экспертная комиссия, они отбирают, видимо, составляют репертуарный список. Пока неизвестно, да? Пока это неизвестно. И критерии могут быть совершенно разными, начиная от, значит, желания представить какие-то оригинальные музыкальные инструменты. Там звучали и варган, и двойная флейта, и специфические техники пения. То есть там, например, когда один человек поет двухголосие. Вот такое очень уникальная техника пения. Заканчивая просто даже элементарно некоторые произведения были еще исполнены в своих национальных костюмах, которые очень такие яркие, тоже они добавляли определенный эффект. Да. Вот, а какие достоинства, так скажем, исполнения вашего можно учитывать, чтобы выбрать? У нас, я считаю, что прежде всего это сама музыка, вот, которая отражает колорит, дух чеченского народа. Вот, поэтому я надеюсь, что это тоже будет по достоинству оценено. Тогда мы все надеемся, что наша композиция «Чеченская рапсодия» будет именно вот в этой программе. По вашему мнению, вот такой фестиваль, этот фестиваль или подобное, что он дает композиторам России? Ну, прежде всего, это, опять же, творческие связи, это творческий опыт, обмен творческим опытом. Потом это возможность широко заявить о своем творчестве на всю страну. Может быть, получить какие-то предложения интересные. Поэтому вот это, наверное, самое главное для творческого человека, для композиторов в том числе. Давайте вернемся теперь в Чеченскую Республику. Расскажите, вот чем сегодня живет симфонический оркестр? Какие-то программы новые, выступления? Ну, симфонический оркестр, у него очень богатая творческая жизнь, насыщенная.
Мы играем различную музыку. Вот недавно проходил театральный фестиваль, где мы с актером Евгением Князевым исполняли музыку Георгия Свиридова к драме Пушкина «Метель». Оркестр играл, и Евгений Князев вместе с оркестром читал эту драму. Также у нас полюбившийся зрителям Cinema Hits. Это такая серия концертов, где звучит музыка из известных и любимых кинофильмов, и российских, и зарубежных. Потом тоже у нас было несколько концертов с программой из знаменитых мультфильмов, мультконцерт так называемый. Это целый всероссийский проект, где оркестры исполняют именно вот музыку из советских мультфильмов. Я думаю, что для наших юных зрителей это очень интересно, да и для взрослых тоже. А так, программа произведения наша... чеченских композиторов, Да, Шахбулатова, Умара безусловно. Бексултанова. Это составляет, наверное, основу и вообще является приоритетом для нас. Это исполнение чеченской музыки, это и Умар Бексултанов, это и Саид Димаев, Али Димаев, это Аднан Шахбулатов. Вот как раз будет 30 октября концерт, где будет звучать музыка Умара Бексултанова. Поэтому для нас это вот является такой приоритетной задачей. Мы стараемся пропагандировать музыку чеченских композиторов. А выездные концерты бывают у вас? Да, конечно, бывают и выездные концерты. Сейчас, может быть, чуть реже в связи с тем, что у нас сейчас прекрасная площадка в здании филармонии, большой зал и малый зал тоже, с прекрасной акустикой, которая вмещает большое количество зрителей, слушателей. Раньше мы тоже очень много ездили по республике. Когда я только пришел в симфонический оркестр, где-то лет 12-13 назад, мы ездили вообще по всей республике и посетили все районы Чеченской Республики, где исполняли и в домах культуры, на разных других сценических площадках музыку. И вот как раз там мы старались по большей части составлять программу из произведений чеченских авторов. А предпочтение зрителя каким произведениям отдает? У вас какая-то поставленная своя строгая программа, или же вы идете навстречу зрителю? Мы стараемся и, с одной стороны, всегда прислушиваться к мнению наших слушателей, исполнять музыку, которая им полюбилась, которая им наиболее интересна. Но и в то же время мы стараемся воспитывать и вкус, особенно у молодежи, стараемся приобщать к шедеврам мировой классики. Поэтому это очень важная такая миссия, это наша задача. А аншлаги бывают у вас? Обязательно. Обязательно бывают аншлаги. И мне это очень приятно об этом говорить. Многие концерты у нас в основном как раз проходят при аншлаге. Это и «Щелкунчик», новогодние спектакли. Это и вот упомянутые мной тоже Cinema Hits концерты. И на классическую музыку тоже люди очень с большим удовольствием приходят, слушают. А за пределы Чеченской Республики вы уезжаете? В каких городах вы обычно ставите концерты? Ну, это, может быть, не так часто происходит. Насколько я помню, вот наш симфонический оркестр был и в Нальчике, и в Южную Осетию тоже ездил с концертами. И также летал во Францию. Вот, поэтому достаточно такая широкая география и насыщенная творческая жизнь. А есть в репертуаре произведения зарубежных композиторов: Бетховен, Франц, Шуберт, Мендельсон и так далее, и другие известные композиторы? Конечно, безусловно, без этого ни один симфонический оркестр не может существовать. Опять же, вот как раз 30 октября будет звучать музыка и Бетховена, и Моцарта. То есть мы не можем обойтись без композиторов, которые составляют, так скажем, основу классической музыки. Это венские классики, это композиторы-романтики, и российские, и зарубежные,
и классическая музыка, и музыка современных композиторов. То есть репертуар очень обширный. А ваша самая любимая композиция? Это Есть трудно, такая? это трудно сказать. Я, пожалуй, скажу так, как говорил Юрий Хатуевич Темирканов. Любимая музыка или партитура — это та, которую я сейчас дирижирую. Наверное, это так бы ответили практически все дирижеры или музыканты. Да. А музыканты вашего оркестра — это выпускники как бы наших вузов? Есть ли какие-то музыканты, которыми вы особо гордитесь, не знаю, если можно так сказать? Все наши Бриллианты в оркестре есть? Все наши музыканты, молодые, юные дарования, которые пополнили сейчас симфонический оркестр, взрослый симфонический оркестр, у нас есть еще и детский. Как раз это кузница кадров для будущего, в общем, исполнительского искусства в Чечне. И многие из детского оркестра, воспитанники детского оркестра, они сейчас уже попали во взрослый симфонический оркестр и себя очень хорошо там показывают. Они выпускники многих вузов, консерваторий, институтов культуры. У нас в Чеченской Республике представлено такие звенья образования. Это начальное музыкальное образование и среднее, колледж культуры и искусств. А вузы уже поступают. Приходится выезжать, да? Да, выезжают и поступают, учатся. И возвращаются? И возвращаются. Это мы их ждем с нетерпением и, в общем, надеемся, что эта тенденция также и продолжится. Немного личного. Вот расскажите, почему вот вы и выбрали именно музыкальное направление? У вас был кто-то в семье? Вот что сподвигло выбрать? Вроде бы нелегкое такое музыкальное образование. Здесь трудно даже сказать, я ли выбрал эту профессию или она меня. Потому что в школе я очень хорошо шел, кроме музыкального направления, еще и по математике. И у меня была перспектива также поступить в математический какой-то вуз. Я мечтал тоже об МФТИ. Вот. Но в то же время я ездил на различные музыкальные исполнительские конкурсы. Такие вроде бы два противоположных направления. Да, с одной стороны, а с другой музыка очень близка с математикой. Вот. И это, в общем, не только мое мнение, это и все музыканты, и теоретики тоже это. Значит, пригодилось. Да, да, очень пригодилось. И мне, безусловно, интересно было и то направление, но вот музыка, она, конечно, пересилила. И я не задумывался в то время, чтобы стать дирижером. Я закончил школу, потом училище, Пензенское музыкальное училище. И только там я познакомился с дирижированием. И в консерватории уже это меня увлекло все больше и больше. И вот так я получил сначала одно высшее образование как исполнитель в консерватории, а потом еще раз поступил в эту же консерваторию, Ростовскую консерваторию. И второй раз проучился также 5 лет, закончил ее по специальности оперно-симфоническое дирижирование. А выбор именно оркестр Чеченской Республики? Откуда вот именно работать, дирижировать оркестром? Я сначала сюда приехал просто по приглашению и посмотрел, и мне так понравилось, и не только оркестр, вообще республика, и люди, народ, природа. Меня это все пленило, и я, не раздумывая, сделал свой выбор и остался здесь. Вы на данный момент проживаете, да? Да. Здесь, в Чеченской Республике. Да. Это как бы более такой личный будет вопрос. Объясните, вот как просто руками вы управляете всеми вот разными инструментами? Это очень интересно для меня, как для человека, и думаю, для телезрителей. Как этот оркестр понимает вот каждое ваше движение? Это нужно, вот человек обучился какому-то инструменту, да?
а потом уже, чтобы он понял, что от него требует дирижер. Это уже отдельное как бы учение. Конечно, безусловно, музыканты тоже должны научиться понимать язык дирижирования, и у них есть, у каждого исполнителя есть даже такой предмет, это ознакомление с дирижированием, потому что они должны понимать дирижерский жест. Но более глубоко, если копнуть, то дирижирование вообще никто, по-моему, так и не смог дать определение, как же все-таки, вот, что это такое дирижирование. Это, наверное, какой-то сродни магическому процессу. А есть какое-то определенное количество каких-то движений? Есть какая-то теория? Безусловно, есть база, конечно, есть Много вот техническая именно база. таких? Количество определяется именно Да. движений? Ну, количество вряд ли, потому что их как раз-таки бесчетное количество вариантов показать и добиться одного и того же результата можно массой способов, массой путей. Скорее, это больше, наверное, какой-то энергетический посыл, энергетическое влияние, вот, завладеть вниманием всех оркестрантов, убедить их в своей единственно правильной, значит, версии трактовки музыкального произведения. И каждый хороший дирижер, он стремится именно создать ощущение того, что вот его трактовка — это единственно верная, и только так можно исполнять. Но хороших дирижеров много, и каждый раз можно убеждаться, что и так можно, и так можно, и разная трактовка — это... А без дирижера может вот исполнять какую-то композицию оркестр? Если он его в 100-й раз исполняет, каждый раз без дирижера, есть возможность, что... Технически это можно, и есть такие прецеденты, и до сих пор существует такой ансамбль Персимфанс, и есть еще другие ансамбли, которые, в общем-то, прибегают к такому методу, но это, с одной стороны, увеличивает время репетиции многократно, а с другой стороны, в коллективах каждый музыкант — это личность, каждый музыкант — это творческая личность прежде всего, и у каждого свой взгляд, как это нужно исполнять. И вот дирижер — это как раз Путеводитель, да, такой, тот как бы. человек, который может собрать, так скажем, и сконцентрировать именно на своей трактовке произведения и подчинить себе, своей воле музыкантов. А вам было трудно дирижировать перед другим неизвестным оркестром? Есть разница, вот свой оркестр и любой другой? Вот, например, на фестивале вы дирижировали совсем другим оркестром. Да, там очень высокопрофессиональный оркестр, и мне с ними было очень легко. Они сразу все понимали, что От я них хотел от требуется, них, да? да, услышать. Вот у нас практически репетиций не было, буквально пятиминутный был вот такой момент нашего знакомства. И, конечно, это отличается, потому что свой оркестр уже примерно представляешь и знаешь, как они будут реагировать на то или иное обращение к группам, к отдельным музыкантам. Когда новый коллектив, это нужно мгновенно вычислить или как-то, ну, приноровиться, иметь вот такую вот мобильность. Поэтому в этом есть своя сложность. Но это и интересно, с другой стороны. Всегда новый коллектив — это, ну, Как новое как приключение, новое, да? да, совершенно верно. Илья Викторович, вот вы несколько раз упомянули 30 октября, да, очередной концерт. А вот как-то к Новому году есть какая-то конкретная программа, которую вы подготовили, чтобы наши телезрители знали, что ждать от оркестра? К Новому году, я думаю, что мы обязательно сделаем какой-то сюрприз и подготовим очень интересную программу. Пока так отвечу. Хорошо. Я желаю вам удачи в будущих концертах, вдохновления, новых композиций.
И нашим телезрителям я напоминаю, что сегодня у нас в студии был народный артист Чеченской Республики, лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры, дирижер симфонического оркестра Чеченской государственной филармонии имени Шахбулатова, композитор Илья Викторович Петренко. Спасибо. Ну а с вами я прощаюсь. До свидания и до новых встреч.